Я довольно хорошо знаком с Андреем Андреевым. Да, больше того, не просто знаком, мы с ним друзья личные. Поэтому у меня к Андрею самое, так сказать, доброе, теплое, дружеское и так далее, и так далее. И потом он очень хорошо образованный человек, он филолог, кандидат наук. Вот. Вместе с тем, ну, мне кажется, да, что, наверное, выиграть эти выборы, конечно, Андрей не может, мне кажется. Да? Набрать какой-то приличный процент, наверное, может. Вот. И как-то, может быть, у его участия в выборной кампании ну, стимулирует активность коммунистов республики, стимулирует выработку каких-то предложений разумных, которые вполне могут быть учтены. Вот. Но Андреев, с моей точки зрения, это все-таки тоже человек ну, такого диалога, а не баррикад. Да, что очень важно. Вот. Поэтому я не сомневаюсь, что если он примет участие в выборах главы республики, то он какой-то, ну, в общем, достойный процент голосов получит, выиграть выборы, на мой взгляд, он не в состоянии. Да? Как не в состоянии выиграть и некоторые другие люди, имена которых звучат вот в этом контексте. Там, Михаил Брагин, Леонид Зильберг и так далее. Да? Это все достойные люди, и у них есть какой-то свой электорат, выиграть выборы они не могут. С моей точки зрения, да? Даже если произойдет какое-то ухудшение. Глава республики, вот Вячеслав Михайлович Гайзер, да, которого я, кстати говоря, не идеализирую, но с моей точки зрения он очень сильный менеджер. Вот. И у меня есть возможность сравнивать, ну, скажем, его с руководителями соседних регионов. Вот не буду называть имена, но он, конечно, смотрится намного выигрышнее. Да? И как знаток финансов и экономики, и как человек абсолютно готовый, ну, к диалогу, в принципе, со всеми, ну, кроме откровенных маргиналов, там, призывающих вот, как раз к тем самым баррикадам. Да? Вот. И вот, скажем, вот я сам относительно недавно делал большое такое социологическое исследование по Усинску. У него очень приличный рейтинг у Гайзера, очень приличный. То есть там уровень доверия, что там близок к 70%. Я бы сказал, что это неприлично много. Да? Вот, ну, шучу, конечно. Вот. Это очень хороший рейтинг. Значит, и я думаю, что, ну, может быть, в каких-то других районах я допускаю, что он ниже. Да? Но все равно так не бывает, да, что в Усинске там, например, 70%, а в Прилузе 30%. Я думаю, что у него по всем муниципалитетам ну, не ниже 50%, это точно. Да? Вот. И второй момент, вот знаете как, мы порой там, скажем, критикуем кого-то из замов главы, кого-то из министров, иногда критикуем заслуженно, иногда незаслуженно. Но опять-таки, вот у меня, скажем, есть возможность с чем сравнивать. Я вам должен сказать, что с моей точки зрения, совершенно никому не хочу каких-то комплиментов делать, но в общем команда очень работоспособная и с моей точки зрения профессиональная. Вот. Есть некоторые министры, ну, скажем, которым вот и у меня в том числе есть претензии и немалые. Да? Но вот в целом, скажем, там и Алексей Леонидович, и Константин Юрьевич, и Александр Александрович Буров, и там многие министры, да, с которыми я там как-то или дружу, или общаюсь, это все-таки достаточно серьезная, сильная, профессиональная команда. Хотя, подчеркиваю, претензии к ним есть. Но это нормально. Поэтому, отвечая на ваш вопрос тезисом, я думаю, что если ну, какие-то события не помешают Вячеславу Михайловичу принять участие в выборах главы республики, то я думаю, что он победит. И победит уверенно. И, в общем-то, с хорошим отрывом. Мой прогноз. Я организовывал выборы Александра Романовича Тяна. И во многом благодаря поддержке Лукойла, во многом, я думаю, благодаря, ну и моим в том числе, каким-то инициативам, во многом благодаря собственным качествам, которых я не отрицаю. Они у Александра Романовича Тяна есть. Он хороший оратор. Он, в общем, достаточно успешно общается с аудиторией. Он умеет в нужный момент спеть песню, произнести трогательные слова. Это все в плюсе.
Поэтому какие-то солидарные действия на тот момент Лукойл-Коми, Северной нефти, на тот момент, подчеркиваю, да, национально-культурных объединений, ветеранских организаций, они привели к такой триумфальной победе Александра Романовича. И некоторое время у нас с ним сохранялись очень дружеские, добрые отношения, и личные, и партнерские. С моей точки зрения, вот этот очень высокий процент, который обеспечили Тиану, он сыграл с ним злую шутку. Он через некоторое время стал полагать и думать, что, ну вот, что, собственно говоря, знаете как, перефразируя слова Людовика, да, Франция это я. Вот Тиан стал думать, что Усинск это он. Александр Романович Тиан, с моей точки зрения, через полгода после выборов разучился делегировать полномочия общественным объединениям, Совету города и так далее. Да? И фактически часто он подменяет деятельность и каких-то организаций, и структур, и федеральных, и региональных, и так далее, и так далее. Первая вещь. При любом раскладе это ведет к ослаблению позиций. Дело не в том, хороший Тиан или плохой, но когда он фактически как-то попытался монополизировать все властные полномочия, да, то ведь весь негатив, который в Усинске существует, он тем самым был обращен на действующего главу администрации Александра Тиана. Допущены серьезные управленческие ошибки, раз. Я считаю, что на сегодняшний день в администрации работает очень слабая команда, два. Очень слабая. Да? И тут вспоминаются известные слова, это хуже, чем преступление, это ошибка. Да? Вот ошибки, которые допускают его сотрудники, и за которые, естественно, несет ответственность глава города, да? Ну, они вот как-то уже за гранью фола часто бывают. Теперь к перспективам. Действительно, в Усинске всенародные выборы мэра. Видимо, они совпадут, как мы понимаем, с выборами главы республики. Я должен сказать, что несмотря на мое личное, очень критичное отношение к Тиану, у него до, скажем, где-то середины, второй половины прошлого года был неплохой рейтинг общественный. Это правда, это так. Значит, последние замеры показали, что рейтинг его резко снизился. Я думаю, что вот, видимо, количество вот этих вот ошибок и в области пиара, и в области управления, оно перешло в качество. Да? Поэтому рейтинги Александра Романовича реально резко снизились. Это факт. И я думаю, что с его стороны было бы благоразумным воздержаться от участия в сентябрьских выборах 2014 года. Что, с моей точки зрения, мешает эффективности? И почему иногда люди думают, что собрались там бездельники и там протирают, как вы сказали, брюки и юбки. Вы знаете, нельзя объять необъятное. Мне кажется, что Общественная палата порой хватается за все. И за здоровье, и за национальные дела, и за железную дорогу, и за ветхое жилье, и за ситуацию в Ухте, и вообще за все на свете. Но, понимаете, так нельзя. Да, мне кажется, что было бы полезно выработать, может быть, 3-4 приоритета. То мы порой уже там теряемся, да, в подготовке каких-то мероприятий, резолюций, которые мы там не в состоянии отследить. То есть мне кажется, что объем работы, который попыталась взять на себя Общественная палата, она превышает ее возможности. И мне кажется, тут надо немножко переструктурировать свою работу, чтобы четче, логичнее и убедительнее доводить до какого-то завершения наши же собственные дела, инициативы, декларации. Я действительно являюсь совладельцем с некоторого момента этого ресурса вместе с Леонидом Зильбергом. Это так. Теперь, что это дает? В смысле бизнеса, понимаемого как зарабатывание денег, пока ничего. Вот. Скорее наоборот. Зачем мне это нужно? Знаете, вот
Я, как вот там, не знаю, Черчилль в свое время начинал утро с чтения Morning Star, да, значит, я начинаю утро с чтения Бейнкоми. Вот. И на самом деле я считаю, что это... То есть у меня есть там некие тоже свои какие-то, может быть, претензии, да, к Бейнкоми, но это хороший, грамотный, профессиональный ресурс. Значит, у 7U7, ну, другая специфика, да, там другие рубрики, немножко другие авторы, немножко другие, и даже существенно другие. И акценты, и оценки. Вы знаете, вот я очень хочу, и в этом, кстати говоря, мы с Зильбергом сходимся, я очень хочу, чтобы там был такой сайт, который бы привлекал интеллектуалов в разных сферах, да, действительно настоящих знатоков экономики, политики, экологии, международных отношений, бизнеса и так далее. Да, и чтобы вот их выступления как-то стимулировали бы полемику, дискуссию, обмен мнениями. Вообще я вижу такую, может быть, главную задачу сайта вот в таком просвещении. Вот. Ну, если когда-то Бог даст, и это начнет приносить еще и финансовые дивиденды, ну что ж, мы от них не откажемся.